Студия Диафильм. Как мулу проучили. Чеченская сказка. Жил когда-то в одном ауле человек по имени Хамид. Жил он со своей красавицей женой Зейнаб в большой бедности. Оба они ходили на паденную работу, трудились не покладая рук, а разбогатеть никак не могли. Зато любили они один другого так, что все в ауле дивились. Смотрите, последние бедняки, а как весело и дружно живут. Без споров, без раздоров. Все люди на них радовались. Только один мулла смотрел косо. И зачем? Думал он, этому бедняку Хамиду такая красавица жена, надо бы отнять ее. Думал мулла, а как отнять? Не знает. Однажды зимой Хамид отправился в лес за хворостом. Вышел на какую-то полянку и видит, лежат два арбуза, такие огромные арбузы, каких он никогда в жизни не видывал. Подивился Хамид на арбузы, а еще больше тому, что выросли они зимой. Сорвал Хамид один арбуз и поспешил в свою саклю, к жене. «Смотри, какой диковинный арбуз я тебе принес». Взял он нож и хотел было разрезать арбуз, но Зейнаб сказала: «Арбузы в нашей местности редкость, а зимой и подавно. Не лучше ли продать этот арбуз какому-нибудь богатому человеку и купить хлеба?» «Верно», — ответил Хамид. «Кому же отнести арбуз? Кто его купит? Неси его муле. В нашем ауле он самый богатый», — сказала Зейнаб. Послушался Хамид жену и отправился с арбузом к муле. Обрадовался мулла, купил арбуз и спросил: «А нет ли у тебя еще второго такого арбуза?» Хамид сказал: «Есть еще один. Растет он на той же полянке, где я этот нашел. Принеси его мне», — сказал мулла, «и я тебе дам за него то, к чему ты прикоснешься рукой в моем доме. А если не принесешь, я приду к тебе в саклю, и ты мне отдашь то, к чему я прикоснусь рукой». Хамид согласился и радостно поспешил к жене. Идет он и думает: «Принесу муле второй арбуз и, по нашему условию, прикоснусь рукой к сундуку, в котором мулла хранит свои деньги. Богато мы тогда заживем». Выслушала Зейнаб мужа и спрашивает: «Запомнил ли ты полянку, на которой растут арбузы?» «Еще бы не запомнить», — отвечает Хамид. «Эта полянка находится за нашим аулом, как раз с левой стороны, если идти в лес. Смотри, торопись скорее, не то кто-нибудь найдет второй арбуз до тебя, и тогда будет беда». «Какая же может случиться беда?» — спрашивает Хамид. «Придет мулла в нашу саклю, прикоснется рукою ко мне и уведет меня», — отвечает Зейнаб. Понял Хамид, какая беда над ним нависла, и побежал, что было силы, на лесную полянку. А хитрый мулла, как только ушел от него Хамид, кликнул двух своих учеников и сказал: «Бегите в лес, найдите полянку и принесите мне большой арбуз, который там растет». Ученики муллы побежали в лес, нашли арбуз, сорвали его и понесли мулле. Только они скрылись, пришел на полянку Хамид, смотрит туда-сюда. Нет арбуза, пропал арбуз. С горя побрел Хамид, куда глаза глядят. Долго он шел и вышел к какой-то широкой быстрой реке. Уселся на берегу и раздумывает, как быть, что делать. Ничего придумать не может. Вдруг слышит, кто-то кричит, на помощь зовет. Кинулся Хамид на голос и увидел в реке старика. Несет вода старика, никак он не может выбраться на берег, вот-вот на дно пойдет. Захлебнется. Не стал раздумывать Хамид, кинулся в реку и вытащил старика. Отдышался старик и спрашивает: «Как мне благодарить тебя?» «Ничего мне не надо, никто мне в моей беде не поможет», — отвечает Хамид. «А ты все так и расскажи, какая у тебя беда. Может быть, я тебе добрый совет дам», — говорит старик. Рассказал ему Хамид все, ничего не скрыл. Старик его выслушал и сказал: «Возвращайся скорее в свою саклю, сделай так, пусть твоя жена взойдет по лестнице наверх и останется там. После этого пригласи к себе соседей, а когда они придут, пошли за муллой. Он, понятно, захочет притронуться рукой к твоей жене и увести ее. Услышит он ее голос, станет взбираться по лестнице наверх и обязательно возьмется рукой за перекладину. Тут ты при всех и скажи: «Ага, ты притронулся к лестнице,
Вот и бери ее. Понял Хамид замысел старика. Весело стало у него на сердце. Поблагодарил он его за мудрый совет и поспешил домой. Сделал он все, как говорил ему старик. Созвал соседей и послал за мулой. Мула тотчас прибежал. «Ну?» – спрашивает. «Помнишь наш уговор?» «Я о нашем уговоре не забыл», – отвечает Хамид. «К чему прежде всего прикоснешься рукой, твое будет. А эти люди будут у нас свидетелями». Стал мула ходить по сакле, а чтобы не прикоснуться к чему-нибудь случайно, заложил руки за спину. Долго ходил мула, ни к чему не прикасался. Наконец спрашивает он Хамида: «А где же твоя жена?» «Она наверху», — отвечает Хамид. «Сойди к нам сюда», — говорит мула. «Нет, я занята, не могу сойти». «Поднимайся лучше ты сюда», — отвечает Зейнаб. Тогда мула стал взбираться по лестнице, руки за спиной держит, а лестницу Хамид приставил к стене так, чтобы она пошатнулась. Когда на нее встанут, взобрался мула на первую ступеньку, взобрался на вторую, хотел взобраться на третью, тут лестница пошатнулась. Испугался мула, забыл об уговоре, схватился обеими руками за лестницу и свалился вместе с ней. «Эй, мула!» — крикнул Хамид. «Вот ты выбрал то, что тебе понравилось в моей сакле. Бери эту старую лестницу и отправляйся домой». Стал мула отказываться. Да не тут-то было. Взвалили лестницу на спину муле и вытолкали его вон из сакля. Идет мула по аулу, кряхтит, а люди ему вслед хохочут. Хорошую лестницу раздобыл наш мула. Теперь у него в сакле 2 лестницы будет. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.